Многие из тех, кто переболел коронавирусом, сталкиваются с так называемым постковидным синдромом. Болезнь, если она протекает тяжело, оставляет след не только в легких, но и в других органах, от сердца и мозга до нервной системы и даже кишечника пациента. Помогает реабилитация, иногда ее приходится проходить неоднократно. Как восстановиться и можно ли снизить пагубное воздействие ковида на организм, расскажет Евгений Стокас. COVID-19 со временем становится все менее и менее загадочным зверем. Опасным и даже смертельным он, конечно, остается, но сейчас стал более понятным. Раньше весь мир и не догадывался, что человек, переболевший коронавирусом, еще не факт, что здоров. Теперь мы знаем наверняка, вирус оставляет глубокие раны в нашем теле и не только в легких. Тяжелый ковид – это как огромный айсберг, где сама инфекция только небольшая льдина над водой. А скрытая часть – это самые разнообразные постковидные последствия. Это различные осложнения со стороны легких, в частности, фиброз легких после перенесенной ковидной пневмонии. Это различные осложнения со стороны сердца, различные осложнения с выделительной системы, иммунной системы, центральной нервной системы, такие как когнитивные нарушения, нарушения памяти. В республиканском врачебно-физкультурном диспансере проходят реабилитацию именно такие пациенты. Они победили ковид и пневмонию, но столкнулись с самыми разными последствиями. Часто из-за хронических заболеваний, ведь с ними болезнь бьет по организму еще сильнее. Пациента сначала нужно продышать, то есть восстановить и запустить альвеолы в легких, а затем помогать организму восстанавливаться гимнастикой и физиотерапией. К нам приходят постковидные больные, осложнениями которых является пневмония. И процент поражения легких бывает от 20% и выше. Даже редко есть случаи, когда выписываются пациенты с поражением 75% легких. Организм способен сам себя излечивать, поэтому вот светотерапия занимает главенствующее место. Пациентов на постковидную реабилитацию здесь принимают с прошлого ноября. За все время более 70 человек прошли в республиканском физдиспансере восстановительный курс. А первыми в коме и одними из первых в стране восстанавливать после ковида и внебольничной пневмонии стали ухтинцы. В августе будет год, как физиотерапевтическая поликлиника «Жемчужины Севера» принимает пациентов на реабилитацию. Восстановили здесь за все время без малого 900 пациентов. Лечат природными целебными источниками, грязями и физиотерапией. Кроме того, здесь оценивается не только физическое состояние пациентов, но и психологическое. Постковидный синдром, среди прочего, может привести даже к глубокой депрессии. Пациенты поступают с оценкой по шкале реабилитационной маршрутизации, такая специфическая, 2 и 3 балла, то есть легкая и умеренная степень нарушения жизнедеятельности. Дальше они проходят тесты уже у наших специалистов, это тесты интенсивность депрессии и тревоги, оценка качества жизни, оценка переносимости физической нагрузки, индекс одышки, то есть все это мы здесь проводим, и уже по результатам назначается индивидуальное лечение каждому пациенту. На вопрос, можно ли минимизировать последствия постковидного синдрома, врачи отвечают, все зависит от тяжести перенесенного ковида. Чем больше систем в организме было повреждено, тем больше времени понадобится на реабилитацию. К сожалению, в тяжелых случаях она не всегда заканчивается успешно. До и после ковида и пневмонии необходимы здоровый сон, правильное питание и разрешенные физические нагрузки. А чтобы болезнь протекала легче и урон нанесла меньше, как бы банально это ни звучало, нужно прививаться. Евгений Стокас, Павел Люлянмин, Юрган.